А вот якутские инженеры разработали уникальный подводный аппарат для видеомониторинга газопровода под водой. О своей работе они заявили на форуме «Синергия Севера». Подробнее об устройстве расскажет Александр Зубихин. Управлять платформой очень просто, как игрушкой. Для этого нужен вот этот желтый пульт. С помощью него можно контролировать все движения аппарата. Газопровод обследуют в зимнее время, когда на реке лед. Этим объясняется техническое решение. Аппарат идет по дну с помощью шнека-роторного механизма. Тянет за собой буек, который отправляет сигнал на пульт. Подо льдом она идет волоком, да, и вот сигнал, получается, только должен пробиваться через лед, а не всю воду, сколько-то метров там. Вода и лед. Радиосигнал, какая частота необходима, да? Какой радиосигнал пройдет через лед толщиной 2 метра. Вот этого пока таких опытно-конструкторских работ вот в России нету. Ну, в мире я еще не знаю, конечно, но в России таких нет. Вот на этом проекте мы это все и пытаемся понять для себя. А робот может работать при скорости течения 3 км в час, на глубине 12 метров и при плохой видимости. Обследование газопровода с помощью аппарата безопаснее и экономически целесообразнее, нежели работа водолазов. Вообще мы специализируемся на берегоукреплении, и надо было обследовать, где лежит, на какой глубине газопровод, да, что с ним стало. Вызывали водолазов, устраивали конкурсы, заказчики наши, и получалось что-то дорого. А нам каждый раз их вызывать тоже было. И как-то вот так вот идея возникла. В этом году платформа успешно прошла первые испытания на водоемах Якутии. Ну, испытывали в разных водоемах. Ну, на протоке, на самом реке Лен испытывали, и также на озере. Почему именно на озере? Хотели знать, она по Илу поедет или нет. Она там, да, поехала. И мы удивились сами. В планах завершить проект к концу следующего года и в дальнейшем применять его на газовом переходе в Якутии. А также в планах изобретателей создать еще один аппарат, который будет работать с человеком на борту. Александр Зубихин, Григорий Охлопков, Якутск.